Из-за пандемии коронавируса государственная граница по реке Ингур была полностью закрыта с 14 марта. Граждане Абхазии, в частности жители Галского района, выехавшие в Грузию на лечение и по другим вопросам, не могли вернуться более 2 месяцев. И вот с 26 мая решением правительства Абхазии государственная граница по реке Ингур открылась. Это временная мера, которая позволила вернуться жителям Абхазии к себе домой. Здесь же организован специальный пункт, где врачи Галской ЦРБ проверяют температуру пересекающих границу людей, делают забор биоматериалов на наличие COVID-19. Как закончим всю работу, все отправляем в Сухум. А ответ будет завтра. Там всех вместе не пускают. Они по 5, по 6 человек пускают, которые сюда возвращаются. Они говорят, что там тоже измеряют температуру, но тест не берут. А у них справка на тест, что они брали вот на COVID-19, у них нету такого. Поэтому мы обязаны взять тест на COVID-19. За прошедшие сутки порядка 150 человек вернулись из Грузии. К моменту нашей съемки количество людей, пересекших границу, было не более 50 человек. Здесь же на месте сотрудники МВД фиксируют данные прибывающих, так как все они должны находиться на 2-недельной самоизоляции. Дедушка 3 месяца была в Зеленчихе, и сейчас вернусь дома. Далее наша съемочная группа посетила 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Грузией – Набакия и Атабая. Данные КПП для пересечения государственной границы были закрыты еще в 2016 году постановлением Кабинета министров Абхазии. Охрану государственной границы по реке Ингур осуществляет погранотряд СГБ Абхазии совместно с погрануправлением ФСБ России. Относительно недавно в грузинских СМИ появилась информация о том, что на территории Абхазии идет процесс так называемой незаконной бордеризации, то есть замена установленных ранее колючих ограждений на границе между Абхазией и Грузией. Ситуация в районе сейчас очень спокойная. Не только сейчас, уже несколько лет, благодаря совместной работе наших погрануправлений России и Абхазии, стабильность видно. То есть нет никаких каких-то, которые были раньше, подрывов или каких-то диверсионных актов. Наше погрануправление совместно с погрануправлением Российской Федерации занимаются своим делом на основании закона Республики Абхазия о государственной границе от 21 мая 2010 года. Вот, происходит то, что на границе между Грузией и Абхазией заменяются устаревшие столбы, ограждения. Вот. Это происходит на основании договоренности, которые у нас были подписаны с нашим союзником и стратегическим партнером Российской Федерации. Все в рамках закона. Грузия уже свыше 27 лет занимается этой пропагандой. Как мне лично видится, наверное, это опять-таки же связано с женевскими дискуссиями, которые должны быть в ближайшем будущем. Скорее всего, это связано с этим, для дестабилизации обстановки в стране и продолжения своих каверзных дел со стороны государства Грузии. В настоящее время имеются случаи бесконтрольного перепаса домашних животных с Грузии на территорию Абхазии и обратно. Это является ничем иным, как пограничным инцидентом. Пограничниками принимаются различные меры по борьбе с данной проблемой, в числе которых и возведение санитарных заграждений, чтобы не допустить бесконтрольный перепас домашних животных через госграницу и тем самым предотвратить распространение заболеваний общих для человека и животных. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.